Здравствуйте! Меня зовут Никола Пиловски. Я из медицинского факультета Фракийского университета, Стара Загора, България. С этого года я также являюсь докторантом философского факультета Българской академии наук. Сейчас поделюсь своей презентацией. Я рад, что вы позволили меня представить доклад по теме иерархия функциональных систем головного мозга. Иерархия наряду с центром и границей являются одним из трех основных элементов, используемых для описания любой системы. В медицинском образовании иерархия нервной системы обсуждается очень подробно. Функциональная система, согласно теории Анохина, представляет собой структуры, объединяющие различные элементы в динамическое равновесие с четко определенной функцией. Головного мозга является конечным звеном объединения и обработки информации от функциональных систем. Подобная система существует в разных масштабах. Первый масштаб, который я хочу прокомментировать, это электромагнетизм в связи с функцией одиночного путя, который, как оказалось, отвечает за запуск процесса внезапной смерти. Активация этого ядра запускает электромагнитный сигнал, приводящий к внезапной смерти. Следующая шкала, о которой я хочу поговорить, это химическая шкала, где у нас много медиаторов, но с точки зрения функциональности окись азота играет уникальную роль, помогает регулировать синаптическую пластичность и сосудистый тонус. Его диффузная природа обеспечивает быстрое и широкое распространение, что уравновешивает активность других нейротрансмиттеров. Когда баланс между различными медиаторами нарушается, оксид азота может быть использован как средство сброса системы и ее перезагрузки. Морфологически мы видим эволюционное развитие от одной клетки через ганглии к ядрам и к органам, а как наиболее сложно развита морфология в мозге. Новым здесь является прогресс в проекте Коннектом человеческий, который выявил чрезвычайно сложные связи, выходящие за рамки человеческих и вычислительных возможностей для понимания их полного потенциала. Функция определяет различные функциональные системы. Так, как в левом верху вы увидите вегетативная система и ретикулярная формация, на основе которой можно развиваться лимбическая система, а потом клауструм, увидите как желтое кольце на рисунке, а затем медиалную префронтальную кору и темную кору как отделные функционалные системы. Таким образом, функционалные системы имеют четкую иерархию, где каждая базовая система определяет возможность нормального развития следующей, а прогрессия подчеркивает важность нейронной специализации и интеграции для реализации оптимальной адаптации. Важно подчеркнуть центральную роль негативного пространства как структуры, о которой зависит формирование нервной системы, поскольку этот центр включает 4 желудочка головного мозга и связи между ними и гробно-мозжечным каналом. Между расширением центрального пространства и увеличением окружающих его нервных структур существует положительная корреляция не только в количественном, но и в качественном отношении с изменениями цитоархитектоники. При этом наблюдается спиральное скручивание структур за счет метамерной структуры тела. В конечном развитии системы спиральная структура меняет направление на 180 градусов
возвращается к центру и делает новый виток спирали или переходит в другую систему. Нейроморфология и функция всегда должна идти рука об руках. Технологический прогресс, сопровождаемый терапевтическим применением, чаще всего с целью улучшения когнитивных навыков, приводит к новым и иным этическим соображениям, которые необходимо учитывать. Интерфейс мозг-машина – это инновационная технология, которая обеспечивает прямое взаимодействие между нейронной активностью и внешними устройствами. Можно ли сказать, что нам следует говорить о новой нейрофункциональной системе, которая также должна учитывать наши связи с электронными устройствами? Как заключение можно сказать, что электромагнетизм в мозге имеет фундаментальное значение. Окись азота играет уникальную роль как газообразный нейромедиатор, балансируя активность других нейромедиаторов. Классификация структур нервной системы должна быть пересмотрена с точки зрения того, где находится центр. Полное картографирование функциональных связей в мозг раскрывает уровни сложности, которые превосходят понимание человека и вычислительные возможности современных технологий. Клауструм заслуживает дополнительного исследования и его участие в таких процессах, как внимание и сознание и преимущественно тормозные функции. Хорошее понимание иерархии в нервной системе человека могло быть вдъхновить на разработку новых моделей для интеграции искусственных интеллекта, более человекоподобных и, възможно, более эффективных систем, но и за иновации в технологиях, связанных с интерфейсом мозг-машина. Накопление новых подробных данных о структуре и функции нервной системы должно изменить фокус его преподавания в программах обучения по анатомии человека. Спасибо, это было все от меня. Надеюсь, ситуация позволит нам увидеться лично в будущем. Если у вас есть вопросы или комментарии, свяжитесь со мной по ResearchGate или электронной почте. Удачи вам на конгрессе и всего наилучшего. До свидания.